Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И хочу поблагодарить вас всех за помощь на День стольника. Удалось собрать и распределить по передержкам, кому по 30, кому по 40 тысяч. Спасибо большое всем, кто с нами и кто откликается на нашу нелегкую жизнь. Спасибо, друзья! Также хочу показать вам, поделиться нашей подготовкой к зиме. Где-то уже смогли закупить сено и солому, а где-то еще нет. Из благотворительной помощи также закупили сено и на передержке в Якутске. Все ж будет потеплее коротать жизнь в будках на цепи собачулям в минус 50. Также торопимся до зимы. В промежутках между снегом и дождем построить еще вольеры, чуток расшириться, чтобы рассадить из тех вольеров, где было трое, оставить двоих, и таким образом исключить потасовки или драки. Одним словом, когда оплачиваются передержки, то на эти же деньги закупается и корм, и создаются условия для тех же собак. Маленькая, хорошенькая, смотри, все у нее там, короче, замороженное, что ли, боженька. Что такое-то? Что она назвала, не знаю. Девочка, сейчас это все воспалено. Друзья, на этой неделе ко мне обратилась местная жительница из Якутска Галина с просьбой о помощи щенкам и мамке на опустевших дачах, где уехали все дачники. В чьем-то огороде родила гладкошерстная 15-килограммовая собачонка. О ней бы никто и не узнал, так бы и погибла там, если б случайно по соседней улице не проходила мимо пенсионерка, единственная там проживающая со своей собакой. Она услышала рев, плач собаки, мечущейся, и видны были отвисшие у нее соски. Было понятно, что у нее где-то щенки, но которых нет с ней рядом. Здравствуйте, Лариса. Не знаю, вот пыталась местным вот волонтерам там как бы куда вот. Это на даче, там людей-то тут вообще нету. Не зимняя, она не сможет там жить на улице. Ее надо в дом. Помогите, пожалуйста, тоже, Лариса, как-нибудь через местных. Может, кто-то заберет. Она звала на помощь в безлюдном месте, сама вся истощенная, голодная, без подшерстка, а щенки оказались в еще большей беде. Лариса, пришли, вот чтобы поймать-то, и щеночков-то не видно там, а вот сейчас посмотрели, откуда-то пищат, оказывается, они в туалет упали. Ага, и вот мы пытаемся сейчас как бы с бабулечкой достать, вот за топором я бегала. В общем, тут целая история. Просила я там всех, просила в группах, помогите кто-нибудь приехать. Одна не может, понятное дело, уже темнеет, вообще ничего не видно становится. Пыталась писать в группу, чтобы кто-нибудь завтра приехал помочь, их вызволить, да, потому что у нас даже сил нету расколупать вот эти вот, ну, деревянные доски туалета. Двоим я людям прямо конкретно в личку писала, читают, отвечают, не могут. В воскресенье же сегодня все как будто бы занимаются, чем-то заняты, в общем. А что теперь делать? Остается только молиться и надеяться на завтра. Никто не отзывается до сих пор. Они провалились в глубокую яму уборной, где замерзшие фекалии, и собака не может туда спрыгнуть и достать щенков, потому что глубоко и узко. И человек туда не залезет, если не сломать доски уборной. Все время, что пенсионерка и подоспевшая Галина пытались махать топором, чтобы что-то сломать и достать, собака-мать сновала рядом и переживала за своих детей. Но у женщин ничего не получалось. В это время Галина звонила кому-то в Якутске, звала на помощь. А я также в это время звонила всем, тоже в Якутск, чтобы попросить о помощи. Но, увы, пригород, ехать далеко, уже стемнело, да и все расслабились. И только часов через 5 приехал дедок, когда уже стемнело, у которого сил было побольше, чем у женщин. Да и он догадался взять лом и гвоздодер. Все, вот, все, да, вот маленький, да, вот Бабзина держит. У нас уже холода, снег холодный, вот, вообще плохо видно, конечно. И так в ночи
было спасено 4 щенка. И радости мамки не было предела. Их забрали в дом к той же бабе Зине и вызвали такси, чтобы отвезти в город на передержку. А через день позвонила та же пенсионерка и сказала, что еще где-то пищат там же щенки. Значит, не всех нашли, не всех забрали. Только другие залезли далеко под дом и выбраться оттуда не могут. И достать их никак нельзя. Тогда нашли ловушку, и пару дней ушло на ухищрение, чтобы вызволить оттуда еще 2 щенков. Ура, получилось! И их тоже привезли на ту же передержку, и семья воссоединилась. Сначала они долго отогревались, им всего-то 1,5 месяца. Вели они себя вяло, ведь жизнь их висела на волоске. Если б не случилось их спасение в ту ночь, к утру бы их уже не было в живых. Щенков согласилась взять московская группа, а вот мамку девать некуда. У мамки обморожены соски. Если она иногда и кормит, то претерпевая боль, а больше всего отбегает от них. Может, кто-нибудь согласится ее приютить? Напишите мне, пожалуйста. А пока ищется пассажир, им надо уколоть прививку, хотя бы первичную сыворотку. Их надо кормить. Помощь нужна всегда. Когда вы помогаете, то в таких экстренных ситуациях получается кого-то спасти. Это ведь всегда платное такси. Это корм, это сыворотки или вакцины. А если отказ от еды, как был поначалу у этой мамки, то что было на что нестись в клинику, анализы или капельницы. Она была обезвожена, а ее раздутый живот на отощавшем теле говорил о заглистованности, поэтому сразу обработали от паразитов. Только через день щенки начали приходить в себя, начали как-то более-менее шевелиться. И еще о моих буднях и хворях подопечных. С наступлением холодов у собаки Дашки, которая страдает хроническим отитом ушей и которой весной мы вылечили уши, вдруг снова начались проблемы с ушами. Как я понимаю, это реакция на холод и сырость. Летом все было хорошо, и вот снова началось. Нет, я уже вовремя записалась на сей раз к дерматологу, и вот мы на приеме. Хорошо, что успели до образования гноя. Снова назначили лечение. Снова не просто капли из аптеки, а болтушка, сделанная при нас доктором. Как шарик такой там катается, а он жесткий, ну то есть это старый рецепт, это Да, гематома идет. поняла, что Поэтому старые, да? нет. Хорошо, ладно, что это не больше. Но то, что там бактерии, да, опять у нас. А я сейчас гляну. Грибы сейчас. Да, я сейчас гляну, да. И самая большая проблема, если ее возвращать в вольер, то грош цена нашему лечению. Дашу согласилась взять в квартиру платная передержка, но цена 15 000 в месяц. Друзья, мне тяжело оплачивать такие передержки без вашей ежемесячной помощи на постоянной основе. Из вас никто не согласился взять бесплатно, а за оплату мне нужна ваша помощь. Помогите, пожалуйста, Дашке с тяжелой судьбой, которую когда-то спасли в Якутске после пожара. А вот так бросают собак на смерть в зиму сами хозяева. На цепи, без еды, в сугробе. Сколько проживет? Неделю или месяц. А потом занесет снегом и уснет навечно в -50. А хозяев расселили. Уехали в новую теплую квартиру, где нет места для собаки из будки. Если кто пожалеет и захочет взять, то пишите, но быстро, пока живая, привезем.